Разоблачена транснациональная группа, подозреваемая в совершении киберпреступлений, связанных с хищением криптовалюты. Сотрудники МВД провели ряд оперативно-розыскных мероприятий по установлению лиц, которые под предлогом обмена цифровых активов незаконно завладели криптовалютой. Неизвестные лица обманным путем под видом купли-продажи криптовалюты завладели крупной суммой цифровых активов. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело по статье 209 Уголовного кодекса Кыргызской Республики. В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудниками МВД задержаны 3 подозреваемых. По имеющимся предварительным данным, все они являются соучастниками аферы, которую провернул некий гражданин по имени Ян, он же Джоу, он же Фушуй-Лютень. Все они подозреваются в серии преступлений, связанных с хищением криптовалюты. Стало известно, что потерпевшие занимаются продажей автомашин либо обменом небольших сумм валют, доллары, юани, в мессенджерах, WhatsApp, WeChat и Telegram, который также мониторит злоумышленник и выбирает потенциальных жертв, после чего начинает их разработку. Звонит, либо пишет в WhatsApp с виртуальных номеров, представляясь вымышленными именами, предлагая продать или купить авто премиум-класса, либо обменять большую сумму криптовалюты на наличные средства и наоборот, тем самым завязывает диалог, который продолжается на протяжении длительного времени. Понимая, что жертва готова к обману, он начинает следующий этап своей разработки, непосредственно сам обман. Иностранец использовал схему «треугольник». Каждый в этой сделке желал получить свой процент на выгодных ему условиях, однако после получения на свой криптокошелек активов злоумышленник пропадал и удалял свои сообщения. Сотрудникам органов внутренних дел удалось установить местонахождение похищенных виртуальных активов и заморозить их. По месту проживания задержанных проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты сим-боксы в количестве 21 блока, множество сим-карт сотовых компаний КР, флеш-карты, хард-диски, системные блоки, пистолет, сотовые устройства, ноутбук и банковские карты. Сим-бокс – это устройство, которое используется для маскировки международных звонков как местных, обманывая сеть мобильной связи. В данное время проводятся дополнительные следственно-оперативные действия, направленные на установление других участников преступной группы.